Здравствуйте, друзья! С вами Лара Володина и наши новости спасения в новогодние праздники. В далеком 2020 году в 150 километрах от Якутска, в дачном поселке, где летом дачники, а зимой ни души, нам очень хотелось спасти одну собаку, красивую, голубоглазую, человечную, но тогда не успели. Она погибла. Эта собака очень тянулась к людям, но и сторонилась их одновременно. Но, увы, у той собаки были щенки, все в красавицу-мамку. Но и они погибли, кроме одного. Выжила одна девчушка и выросла красавицей. Как выжила, неизвестно. Летом подкармливали, может, дачники, хотя тоже с трудом верится, или отходы находила, а зимой ловила мышей. Этим и питалась. И вот зимой там реально не было ни души. В эти праздники приехала семья на пару дней. И вот тогда они и увидели эту тощую, увязавшуюся за ними, такую ласковую девчушку. Она так радовалась людям, прыгала, не одичала, сопровождала их всю прогулку. А когда они зашли домой, то забежала к ним и так не хотела уходить. Я знаю, если бы это был не мой человек, не та добрая женщина, что помогает спасать и отправлять ко мне собак, то собака бы там осталась даже незамеченной и даже не накормлена. Но замечательная Тамара ее завела, впустила в дом, накормила и не раз, и уже получала от меня срочные сообщения: забираем, забираем немедленно, только не оставлять на погибель. Да она и сама знала. И как приятно видеть благодарную живую душу, которой дали отогреться и вкусно накормили. Она не хотела уходить, а утром вышла на пару минут, сделав свои дела, снова забежала, как будто всегда здесь жила. Умнейшая якутская собака, как все якутские. А на утро было вызвано такси. Я переживала. Вдруг откажет таксист посадить собаку. И просила оплатить хоть двойной тариф, только не оставлять ее там. За ночь я уже так размечталась о ее спасении, и что она моя и не погибнет, поэтому не допускала мысли, что ее могут оставить в лесу. И вот, проснувшись утром, я вижу фото, что девочку везут. Она в машине, довольную мордаху. Слава Богу, еще одна душа, еще одна спасена. Друзья, я надеюсь, что вы поддержите меня, что вы согласны с ее спасением и поможете финкураторством. А назвали ее Еля от производного названия того места, где ее нашли – Еланка. Значит, пусть будет Еля. Помогите, друзья, теперь этой девчушке. Нам нужна помощь и на дорогу, и на передержку. И оставайтесь с нами ежемесячно на финкураторство. Пишите мне на WhatsApp. Вот еще, друзья, выброшенный на гибель щенок. Маленький, замерзший в снегу, в минус 50, замерзала. Щенок самоеда, девочка. Женщина сжалилась и завела его в подъезд. Эта порода очень ценится в городах, но не в Якутске. Там это мусор. Легко выкидывают, выбрасывают в самые лютые морозы.
Ребенок неухоженный, весь в колтунах, не видел ни любви, ни ласки, ни заботы. Очень тощий, очень костлявый, видимо, и не кормили. Только за шерсткой не видно его худобы. На этих малышей, друзья, нашлись кураторы. Спасибо, девочки, огромное. Сейчас ищем им или передержку, или сразу дом. Решаем вопрос вылета. Вот они кушают. Это вечер. Вот двое вроде бы нормально едят. Один что-то вечно прыгает, скачет. Вот после уколов у них началось это. От тарелки бегают, что-то боятся чего-то, шугаются. Расходы, друзья, увеличиваются с каждым днем. Провели операции по стерилизации. Это важно, друзья, очень важно. Без этого мы не пристраиваем собачуль. Да и на передержке нельзя держать нестерильных собак. Так, пойдем. Пойдем, пойдем. Ой, какая красота. Вот она. Пойдем, Оленька, пойдем. Рыжая красота. Пойдем. Пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Машина едет там. Ты видишь, там машина едет? Да, давайте, заходите в клинику. Молодцы он. Пойдем по лесенке, как мы ходим. Да, молодцы, молодцы. Давай, давай, давай. Давай, 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 поднимаемся. Вот, Руфина. Да, ты Руфина? Вот он. Нам необходимо и стерилизовать, и лечить, доводить их до ума. Помогите, пожалуйста, без вас мы не справимся. В клинике остался долг. Оплатили только часть. Нам очень-очень нужна ваша помощь. И наш уже настрадавшийся Робин, которого уже оперировали в прошлом году. Замечательный мальчишка, добрый, приветливый со всеми, человеколюбивый, но вот не заканчиваются проблемы с передней лапой. Не везет ему. Опять свищи на том же месте, где оперировали. И опять обследование, и все по кругу. Снова снимаем воспаление, антисептическая терапия, потом стероидный пролонгированный препарат, потом операция. Друзья, на все это нам необходимы деньги. Вот Робин лежит здесь. Да, Робин? Робин, ты что такой грустный? Да, поедем с тобой лапку ремонтировать. Так, вот Робин, мы тебя сейчас заберем, Робин. Да, мой мальчик, заберем домой. Да, вот он хромает у нас, мальчик. Сейчас домой поедем. Видите, друзья, как много хлопот и забот. Спасаем, вывозим, лечим, пристраиваем. Без отпусков, без праздников, без выходных. За все нужно платить. Помогайте, дорогие наши спасатели. Торопитесь делать добро. Без вашей помощи, но никак не справимся.